Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В Либапе еще один бай отобрал землю у сельчан и расхищает государственное имущество. Председатель Дихканского объединения имени Бяшима Сердара, что в Саятском Итрапе Либапского вилаята, Довран Розмамедов, отобрал у мелких арендаторов участки и снова сдает их в аренду, но за взятку. С начала года Розмамедов оставил без земли десятки дихкан, при этом сам на глазах разбогател. Попытки арендаторов добиться справедливости в официальных органах и протесты ни к чему не привели. Местные власти пригрозили непокорным дихканам репрессиями. Вместо того, чтобы развивать Дихканское объединение имени Бяшима Сердара, как положено в его должности, председатель Довран Розмамедов решил обирать остальных участников и набивать собственные карманы. Он расторг договоры аренды с мелкими арендаторами и укрупнил их участки, создав новые, размером от 1 гектара и выше. За право арендовать эти новые участки Розмамедов берет взятки. Так надел в 1 гектар обходится в 1000 манатов, а 10-гектарный стоит вдвое дороже. И покупатели находятся. Они берут в аренду большой участок, а затем нанимают менее обеспеченных односельчан за мизерную плату. Схема похожа на классические отношения владельца земли и безземельного батрака, вот только земля в данном случае государственная. А новые арендаторы фактически встряли между государством и дихканами, как лишние и неэффективные посредники. Они присваивают себе большую часть дохода не потому, что внесли какой-то вклад в выращивание урожая, а просто потому, что могут, с позволения Розмамедова. Некоторые семьи были вынуждены согласиться и на такие условия, но даже эти условия выполнили не все наниматели. Они воспользовались не только зависимым положением дихкан, но и их доверчивостью и юридической малограмотностью, не подписав с ними никаких договоров. В итоге такие работники не получили ни маната за свой батрацкий труд. Обращения к председателю и в прокуратуру не помогли. Другие дихкане решили сопротивляться и потребовали у Розмамедова, чтобы тот предоставил законные основания манипуляций с участками. Председатель сослался на некое постановление президента, по которому арендные участки должны составлять не менее 10 гектаров, а потому, дескать, он провел укрупнение. Показать документ он отказался, а сельчанам отыскать его не удалось. Оставшиеся без земли и источника дохода, люди решили обратиться в прокуратуру и другие местные и даже столичные инстанции. Поддержки пока нет. В ожидании сельчане выходят на протесты, в основном женщины. Чтобы привлечь внимание властей к несправедливости и добиться защиты своих прав, они в начале июля перекрыли движение транспорта на трассе в Туркменабад. Внимание они действительно привлекли, и одна из чиновниц вилаятского хакимлика вызвалась уладить ситуацию, но ничего не изменилось. 18 июля дихканки повторили акцию, 60 из них снова заблокировали движение на дороге. На этот раз приехал хаким Либапского вилаята Шохрат Амангельдыев с представителями полиции, прокуратуры и МНБ. Люди понадеялись, что глава региона прибыл навести порядок, вернуть им землю и наказать председателя объединения, но вместо этого чиновники угрожали. Протестовавшим женщинам они пообещали, что если те не угомонятся, то будут приняты меры к их родственникам-госслужащим, а тех, у кого таковых не имеется, самих привлекут к ответственности за нарушение общественного порядка. Между тем, настоящие нарушения Розмамедова продолжают сходить ему с рук, а кроме манипуляций арендой есть и другие. Председатель контролирует и севооборот, опять же не ради эффективности и устойчивости землепользования, а чтобы нажиться. Если арендатор после уборки пшеницы хочет посеять промежуточные культуры, кукурузу, джугару, рис, то у Розмамедова нужно получить разрешение, то есть купить. Довран Розмамедов решает и как распорядиться урожаем. Не государство с его планами и не дихкане, непосредственные производители. Сверхплановые излишки они вынуждены сдавать председателю. Впрочем, для тех, кто готов платить, и здесь действуют совсем другие условия. Можно купить поддельный акт о том, что не уродился, скажем, рис, и поделить весь урожай с Розмамедовым. Можно и полностью выкупить у Розмамедова участок на сезон, засеять его чем угодно, а урожай с выгодой продать на базаре. Житель села Гоч-ДП в том же Генгишлике-Мерге
рассказал, каким образом выглядит такой выкуп. Условный арендатор по контракту должен сдать государству 2 тонны пшеницы по официальной закупочной цене, но вместо этого он оставляет всю продукцию себе, какую бы культуру он не вырастил, и продает ее по намного более высоким ценам. Розмамедов уже передает взятку и поддельные акты о том, что якобы отправил урожай на заготовительный пункт. Официальная цена в этом случае служит для того, чтобы рассчитать размер взятки. Розмамедов едет в пункт, там он делится частью денег и взамен получает подписанные липовые акты. При этом зерна на государственном хармане не прибавляется, зато прибавляются деньги и имущество у арендатора, работника заготпункта и самого Доврана Розмамедова. Недавно личный гараж председателя пополнился 4-м по счету автомобилем. Но и на этом список его схем не заканчивается. Жители 2 сел Генгишлика в одночасье лишились одного за другим вполне еще добротных зданий клуба и школы. Почему? Потому что Розмамедов признал их аварийными и снес, а пригодные к вторичному использованию стройматериалы распродал. Позарился председатель и на нуждающееся в ремонте, но вполне пригодное здание детского сада, точнее на примыкающий к нему участок в 50 соток, который Розмамедов решил продать за 300 тысяч манатов. Его люди успели снять добротный забор, однако женщинам окрестных сел удалось отстоять здание садика. После публикации материала на сайте Turkmen News стало известно, что детский сад все равно снесли, а кирпичи, шифер и забор распродали, и теперь на этой земле будут строить либо торговый центр, либо зал для торжеств. На выходке председателя Дихканского объединения равнодушно взирают местные власти. За спиной Розмамедова стоит влиятельный покровитель, хаким Саятского этрапа Бахтияр Худай-Назаров. Как и Розмамедов, он озабочен одним – приумножением личного богатства. По словам источников Turkmen News, только личная отара хакима насчитывает 3000 голов крупного и мелкого рогатого скота. Так разве будет он призывать к ответу алчного председателя, если сам от него далеко не ушел? Ранее Turkmen News рассказывал о схожей ситуации в селе Избас того же Либабского вилаята, где местный бай Хуснидин Базаров тоже обманом отнял землю у дихкан и вынудил батрачить на себя или арендовать участки с огромной комиссией. У него, как и у Доврана Розмамедова, за спиной стоят влиятельные покровители, хаким города Туркменабада Гуванч Базаров и прокурорский работник Гафурджан Базаров, оба его родные братья. Вот так в Либабском вилаяте связаны круговой порукой те, кто наделен богатством, властью и силой. Одни наживаются, другие помогают им найти для этого лазейки, третьи затыкают рот недовольным. При этом схемы крутятся вокруг земли, государственной собственности и труда дихкан, одной из наименее защищенных групп населения, которых новоявленные баи вгоняют в современное рабство. А из Ашхабада, несмотря на все жалобы, ни ответов, ни проверок. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.